руководители под руководством умной женщины, вот со временем, да, он мог бы руководить его. Ему для жизни очень нужно будет. Ой, вы правы, такая добрая. Да-да, добрая. Ну, вы ведь знаете, можно и самой умнейся. Нет, вы правы, такая добрая. А вы, я вижу, очень его любите. Один! Как не любить? Ну так давайте любить его вместе. Да вы меня заставите завидовать сыну. Да именно он себе счастье нашел в вашем семействе. Ой, однако мне и домой пора. Не сердите за мою болтовню. Ой, беда, если сын узнает, уж вы меня не выдайте. Иногда бы ему надо сказать, какие вы, маменька, глупости делаете. А ведь не скажет. Он этого слова избегает из почтения к родительнице. А уж я бы ему простила. Только бы вперед от глупости остерегала. Ой, прощайте, Клеопатра Львовна. Прощайте, Ой, какая болтушка. Не, ну если бы услыхал ее сын, не сказал бы ей спасибо. Он так горд, подходит ко мне с такой почтительностью. А дома он что вытворяет. Значит, я еще могу внушить молодому человеку истинную страсть. Ну, так и должно быть. В последнее время, конечно, был очень чувствителен недостаток в обожателях, но это ведь от того, что окружающие меня люди отжили и износились. Мой милый, теперь я буду смотреть за тобой. Это не робот, но истинная страсть должна же прорываться. Это очень интересно наблюдать, когда наперед знаешь, что человек влюблен в тебя. Ну, пойдите сюда. Ну что же вы стоите? Разве племянники не идите тогда? С добрым утром, Клеопатра Львовна. Ай, браво, как это вы осмелились, я удивляюсь. Я просто очень робок. Ну так, будьте развязнее, откровение со мной, доверяйте мне свои сердечные тайны. Не забывайте, что я ваша тетка. Вы знаете, я был бы откровеннее с вами, если бы что? Если бы вы были старухой. Что за вздор такой? Я совсем не хочу быть старухой. И я тоже не желаю. Дай вам Бог цвести как можно долей. Я просто говорю, что мне было бы тогда свободнее, мне было бы не так робко. Так сейчас садитесь ко мне поближе и рассказывайте, от чего вам было бы спокойнее, если бы я была старухой. Ну, знаете, у молодой женщины есть свои дела, свои интересы. Когда же и заботиться о бедных родственниках? А вот у старухи только и дела. Ну, а чего ж молодая не может заботиться о родственниках? Может! Но ее совестно просить об этом, совестно надоедать. У ней на уме веселье, забавы, развлечения. А тут скучное лицо племянника, вечное нытье. Ну что? А вот для старухи это было бы даже развлечением. Она бы ездила по Москве, хлопотала, а потом даже могла бы и похвастаться этим. Ну хорошо, если бы я была старухой, а чего бы мне украсить?
молодая и красивая женщина. Ну что вы? Вы меня ловите, да? Нет, все равно говорите. Нет, не все равно. Вот, я знаю просто, мне сказали, да, что вам стоит просто только сказать одно слово, Иван Иванович, у меня будет хорошее место. Да, я думаю, будет довольно одного моего слова. Но я все-таки не буду беспокоить вас этой просьбой. Ну почему же? Потому что это было бы насилие. Он так вам чего? Вы думаете? Я знаю, наверное. Ну а я? Ну, уже это ваше дело. Не ревнив, это странно. Знаете, он не смеет отказать вам ни в чем. А то ему ваша просьба будет очень приятна, а заставить вас просить все равно, что дать ему взятку. Так, все это вздор? Фантазии? Так вы решительно не желаете, чтобы я за вас попросила? Решительно не желаю. Кроме того, чем же я смогу расплатиться с вами? Я не хочу быть вас в долгу. Ну, здоровье чем заплатили? Постоянным рождением, я бы постоянно целовал ей руки, подносил бы ей собачку, пододвигал бы ей скамейку, поздравлял бы ей с днем рождения, вообще с чем только можно, да. Только это для старухи имеет цену. Да, конечно. А знаете, так, если старуха будет действительно добрая, я бы мог даже полюбить ее. А молодую разве нельзя полюбить? Можно, можно, но не должно сметь. Наконец-то! Знаете, я пойду к дядюшке. У меня там есть работа. До свидания, Клеопатра Львовна. Да-да, войдите. Ваша. Суйте ручку. Ваше дело улажено. Но я вас не просил. Ну, я сама догадалась. Благодарю вас. А куда же вы? Домой. Я побегу поделиться радостью с моей матерью. Вы счастливы? Да! Не верю. Я счастлив, насколько можно. Не верю. В таких молодых годах хотите показать себя материалистом. Хотите увидеть мне что-то мультипликацию, о деньгах. А чего же мне еще? Я получу место. Что у вас никогда не бьется сердце, что вы не любите никого. Ну, Клеопатра Львовна. Если любите, вы можете надеяться на взаимность. Ну, я не говорю этого. Говорите, негодные. Говорите сейчас. Жалуйтесь. Стоит ли оно? Боже мой, что вы со мной делаете? Мне приятно оценить вашу страсть. Простите, но я не смею. Ваши горячие чувства. Ну, ведь это пытка. Смелее, мой друг, смелее! Кого вы любите? Кого люблю я? Вас, Клеопатра Львовна, вас! Карайте меня, Клеопатра Львовна! Запретите мне любоваться вами, а еще хуже, запретите мне быть почтительным к вам. Но ведь вы сами виноваты, поэтому до свидания, А Клеопатра куда же Львовна. вы? Подождите!